один момент была прервана мирная и спокойная жизнь миллионов людей. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, восстановили хронологию 40-х. Как началась война и каким трудом была завоевана Великая Победа. Почтили память погибших минутой молчания. На сцене сегодня звучат песни военных лет и патриотические стихи. Разделить праздничное мероприятие с учащимися Олимпа приехали и кадеты Горского кадетского корпуса. Дань памяти павших, почтение ныне живущим героям. 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Окончание войны вечером того же дня отметили ярчайшим салютом в Москве, запустив 3 десятка залпов из 1000 орудий. И вот уже 79 лет День Победы является великим праздником. Я считаю, что это довольно хороший праздник. Мы вспоминаем о том, как люди воевали за то, чтобы мы жили. Мы должны хотя бы помнить о них, потому что они защищали нашу страну, и из-за них мы как-то вообще появились на этот свет. Я люблю очень посещать такие мероприятия. Мне они очень нравятся, и я горжусь нашей страной за то, что она победила. Как и в те суровые годы борьбы с неприятелем, сегодня Россия вновь демонстрирует миру свою сплоченность и любовь к отчизне. За интересы страны и ее границы свои жизни отдают уже внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Среди почетных гостей мероприятия представители фонда «Защитники Отечества». Фарина Наурбиева считает, что формировать патриотические чувства, любовь к своей родине и почитание павших защитников должны с малых лет. Подобные мероприятия имеют большое значение для наших школьников, для наших детей. Я считаю, что воспитание вообще в патриотическом направлении это идет, наверное, с семьи. Если в семье воспитываются в патриотическом направлении, то эти дети в дальнейшем вырастают и бывают и патриоты, и, как известно, и герои наши бойцы, которые получают ордена мужества, медали. Праздник, поистине соединивший скорбь и радость. За победу была отдана высокая цена – более 40 миллионов человеческих жизней. Поэтому он неоднозначный и со слезами на глазах. Подрастающее поколение осознает, что наше сегодняшнее благополучие и свобода стоят дорого. Я горжусь в этот день, потому что наши предки, они выиграли эту войну, и теперь мы можем свободно смотреть на чистое, голубое небо и радоваться своей жизни. Самое главное для меня, что мы почитаем память тех людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы сейчас жили в мирное время. Руководство и педсостав Олимпа особое внимание уделяют организации патриотических праздников, акций. Убеждены, что они учат детей ценить и бережно относиться к достижениям и историческому наследию страны. К празднику Победы учащиеся Олимпа готовились больше месяца. Были розданы ленточки к Дню Победы, были украшены окна, огромное количество поделок, огромное количество конкурсов, связанных с Днем Победы. Эта война коснулась всех, и мы организовали мероприятие именно, чтобы почтить память всех героев. Также в преддверии празднования Дня Победы в Олимпе были объявлены тематические конкурсы на лучший рисунок и поделку. Труды детей не остались недооцененными. В ходе мероприятия были озвучены победители, которым вручили грамоты и памятные подарки. Все больше и больше лет отделяют нас от событий Великой Отечественной войны. И все меньше становится очевидцев этих событий. Но каждый год в начале мая по-прежнему все россияне с уважением и эпиком вспоминают подвиг советского народа. Мероприятие в честь Великого Победы проводится по всему региону. Современники выражают благодарность подвигу своих отцов, дедов и прадедов и чтят память тех, кто отчаянно сражался за наше будущее, мир и независимость страны. Диана Дударова, Мухаммад Арсигов, Магаз 24.